Влияние энергетических напитков и электронных сигарет на здоровье подростков обсудили в Назране в 15-й школе. Там состоялось мероприятие для старшеклассников. Его провели специалисты Республиканского кардиологического диспансера. Научить беречь здоровье со школьной скамьи – это важный принцип, который все больше закладывается в программы по здравоохранению. На встрече напомнили, что Госдума буквально на днях одобрила запрет на продажу вейпов и табака в киосках и на остановках общественного транспорта. А сам закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Эти меры направлены на общее оздоровление и ограничение доступа к никотиновой продукции, что совпадает с общим курсом на ужесточение регулирования в регионе. Мне понравилось выступление, организатор очень сильно постарался. Сегодня я много нового узнал о вреде курения. На сегодняшнем мероприятии я узнала то, что как одна сигарета может повлиять на нашу жизнь. Раньше я не придавала этому значения, но сегодня я увидела это с другой стороны. Я думаю, что такие мероприятия нужно проводить часто и говорить об этом на каждых уроках. Такие профилактические беседы Республиканский кардиологический диспансер намерен проводить во всех общеобразовательных учреждениях региона. Ингушетия, к слову, в числе регионов с наименьшей распространенностью курения, что делает ее примером в борьбе с вредной привычкой в России. Но такая статистика лишь доказывает, что останавливаться на достигнутом не стоит. Важность проведения данных мероприятий заключается в том, чтобы уровень употребляющих электронных сигарет в первую очередь снизилась. И не то, что снизилось, чтобы вообще, как сказать, не было людей, которые употребляют, которые подвергаются данным потреблению данных веществ.